После распада Советского Союза, ставшие независимыми республики, постигла разная участь. Гражданская война, еще большая нищета и один из самых коррумпированных диктаторов на просторах СНГ. Вот что ждало Таджикистан после окончательного падения железного занавеса. Как бессменный президент республики Эмомали Рахмон превратил управление страной в семейный бизнес? Почему таджики массово уезжают из страны? И во что сегодня превратилась азиатская Швейцария? Он постепенно укреплял свою власть, продлевал и реформировал свои полномочия по результатам всенародных референдумов 1999 и 2003 годов. Если он будет дальше, лично я не против, я проголосую за него. Мне все устраивает пока. Лично у меня, как сказать, отношение к этому нейтральное. Для меня такой особой разницы нету, сколько будет человек баллотироваться или нет. Президент Таджикистана, которого называют вечным лидером, разумеется, не всегда останется таковым. Годы возьмут свое. Но жители Таджикистана уверены, что первая семья государства намерена продлить свою правящую династию. Рахмон уже давно готовит себе преемника, сына Рустама Эмомали. Молодой человек уже является одновременно и мэром столицы Душанбе, и спикером Верховной Палаты парламента. Потихоньку начался процесс передачи власти Рустаму Эмомали, пишут эксперты и журналисты. Есть ли перспективы? Причины, по которым нельзя выдвигать Рустама Эмомали кандидатом в президенты Таджикистана. Семья превратилась в устойчивое коррумпированное образование, давно уже подменяющее собой государство. Эмомали Шарипович Рахмон вовсе не смешной чудак, над которым стоит подсмеиваться. Он создатель и глава огромной, многоуровневой коррупционной схемы. Президент Республики Таджикистана владеет недвижимостью по всей стране. У Эмомали Рахмона огромная семья, управляющая огромные инвестиции страны. Сын Рустами Эмомали, мэр столицы и лидер Верховного Палаты парламента. Дочь Азода Рахмон, руководитель администрации президента. Внук Исмаил Сахибов, который у него всего 20 лет, является высший чиновник Национальный банк Таджикистана. Муж его дочери Азода Рахмон, Джамалидин Нуралиев, руководитель Национальный банк Таджикистана и контролирует все денежные переводы страны. Шамсула Сахибов, руководитель крупнейший алюминиевый завод Талко и так далее. Все это имущество было приобретено на взятки чиновников и бизнес среди династии. Учитывая тот факт, что Эмомали Рахмон и большинство его министров стали неработоспособными, команда Рустама посягает на полномочия команды его отца, а некоторые из них уже прибрали к рукам некоторые ведомства. Всем остальным кандидатам желаю, пожалуйста, проявляйте ваши... Я остальных кандидатов просто не знаю. Если хотите к власти, больше проявляйте внимание к народу, чтобы мы вас знали. Показывайте ваши дела. Также сообщили, что идет процесс подготовки передачи власти одному из его детей. Смотрите, ближайшие республики, что творится. Мир, благополучие для меня это основное. Если он передаст пост президента своему сыну или дочери, согласно закону о лидере нации, он не отойдет от власти и сохранит ключевую власть в своих руках, в том числе определение политики страны. Обвиняют его в авторитарном правлении, устранении и изгнании из страны реальной оппозиции, политических конкурентов и насаждении культа личности. На что надеется Рахмон и почему он не хочет освободить свое кресло? Существует вероятность, что события в Афганистане заставили его изменить свое решение.